В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 в Крыму, ну и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Работает ли в Украине закон о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку? Как коренному народу Крыма добиться выплаты положенных компенсаций? И почему подконтрольные Кремлю власти полуострова не уделяют внимания запросам репатриантов, игнорируют их проблемы? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег. Крым в центре внимания. Закон этот будет действовать, конечно, после освобождения от оккупации. Там компенсация, возмещение, восстановление исторической топонимики, все такое. Она имеет практическое значение уже после оккупации. Закон Украины о восстановлении прав депортированных по национальному признаку Верховная Рада приняла еще в апреле 2014-го. В нем определяется статус депортированного и говорится о государственных гарантиях, о компенсациях депортированным и их наследникам. В законе есть четкое определение того, кто может претендовать на восстановление прав. В частности, это касается крымских татар и представителей других национальностей, которые были насильственно переселены на спецпоселения по решению советской власти. Также к этой категории относятся и родственники депортированных. Один из пунктов закона предусматривает возвращение депортированным их имущества. Если дом, в котором они жили до депортации, занят, его стоимость должны покрыть в денежном эквиваленте. Через 4 дня после принятия украинского закона в России также обратили внимание на репатриантов. Президент Владимир Путин издал указ о реабилитации депортированного из Крыма населения. В нем речь идет не только о крымских татарах, но и о восстановлении прав армян, болгар, греков и немцев. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров раскритиковал документ, назвав его декларативным. Не будет позитивного решения вопросов, касающихся крымских татар, если те, кто даже, возможно, из благих побуждений будет принимать решения в отношении крымских татар без самих крымских татар. Крымские татары и сегодня, как и в советские годы, рассматриваются как объект, но не как субъект. Очень много тех ожиданий, которые сегодня есть у крымских татар, вообще в отношении своего будущего, в этом указе не отражены. Даже если упомянуты, то непонятен механизм исполнения вот тех декларативных вещей, которые есть в этом указе. Также в 2014 году постановление о гарантиях восстановления прав крымско-татарского народа и его интеграции в крымское сообщество приняла Верховная Рада Крыма за несколько дней до того, как украинский парламент прекратил ее полномочия. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». И как сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека, который занимается в том числе и восстановлениями прав депортированных лиц, 24 апреля окружной административный суд города Киева удовлетворил иск одной из клиенток Украинского Хельсинского союза, крымской татарки, которая обратилась за компенсацией во исполнение закона Украины о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку. И вот сегодня с нами на связи Мерьем Усейнова, представитель истца по этому делу. Мерьем, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот давайте мы начнем с самого-самого-самого начала. Закон Украины о восстановлении прав депортированных был принят в 2014 году. Отдельные его статьи, в частности, которые касаются порядка компенсации утраченного имущества,
вступают в силу с 1 января 2015 года. Между тем, на календаре у нас уже май 2018. Почему так много времени понадобилось для того, чтобы в административном порядке начинать требовать компенсаций по этому закону? Это какие-то объективные трудности или это нежелание каких-нибудь чиновников выполнять свои обязанности? Ну, я не знаю, за чиновников я отвечать не могу, но вообще, да, как нам известно, что закон был принят в 2014 году в апреле, и как нам также известно, что часто реализовать закон невозможно без подзаконного акта Кабинета министров Украины, который должен был быть принят еще до августа месяца 2014 года. В суде, конечно, Кабинет министров предоставлял массу непонятных причин и пытался просто отделаться от ответа, почему до сих пор, на сегодняшний день, вообще никакого подзаконного акта Кабинета министров по соответствии этому закону не принято. В сентябре, да, мы приемная УГСПЛ по делам Крыма подала в административный суд иск о признании бездействия Кабинета министров и обязала его принять соответственные нормативные акты. Ну, не знаю, конечно, насколько это все затянется, если это затянулось еще на 4 года. Надеюсь, что в скором времени все-таки примут этот подзаконный акт Кабинет министров, и дальше можно будет решать уже по этому вопросу. Вот. И теперь, собственно, как представитель истца и как человек, непосредственно заинтересованный в восстановлении прав своих предков, если я правильно понимаю, расскажите нам, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, о вашей личной истории в этом вопросе. Есть ли у вас там представление, какое-нибудь описание того имущества, той земли, которое было потеряно вашей семьей в ходе депортации? Сохранилась ли земля, постройки, имущество? Выдавала ли вам советская власть квитанции какие-нибудь с описанием этого имущества? Или речь идет только о возмещении в денежном эквиваленте? Нет, конечно же, очень много работы было выполнено моим отцом еще до 2014 года. Есть архивные справки, где это имущество расписано вплоть до маленьких чайных ложек. Это все, конечно, история семьи, и если было бы это возможно, то хотелось бы вернуть и сам этот дом, всю эту землю, потому что для каждого крымского татарина и для каждой семьи это его история, и это очень важно. А что случилось с чайными ложечками, вот, кстати говоря? Ну, как всем известно, в 1944 году, 18 мая, принудительно выселили не только крымских татар и других национальных меньшинств, просто принудительно и отправили в ссылку на спецпоселение. Но это Конечно, как бы общая история, это понятно. Да. А вот что с чайными... Вы упомянули чайные ложечки, нельзя не обратить на это внимание. Вы нашли чайные ложечки? Я не могу ответить вам, конечно, что с ними случилось. Но вы говорите, что ваш отец нашел архивные документы, в котором было расписано. Да, там очень много архивных документов и очень много имущества. Но что с ним произошло, я не могу вам ответить. Хорошо, но, по крайней мере, вы, может быть, уже знаете, тот дом, который находился на вашем земельном участке, он сохранился и занят другими людьми, переселенцами из центральных областей Советского Союза после 1944 года? Или он разрушился или стоит пустым? Ну, в данный момент я не знаю. Я знаю, что он там был. Ну, скорее всего, его уже и снесли, построили что-то новое. И последний к вам вопрос.
теоретически я допускаю, что административный суд и обяжет Кабинет министров Украины, и Кабинет министров Украины примет соответствующий подзаконный акт, и порядок компенсации будет разработан, но тут станет такое вот, ну я не знаю, непреодолимое ли это препятствие, об этом мы еще будем говорить с юристами. Территория ведь и земельный участок, и имущество, скорее всего, находится на территории временно оккупированного Крыма. И Кабинет министров Украины может предложить вам или что-нибудь в этом роде, обратиться с иском в административные суды Российской Федерации, чтобы попробовать через Россию взыскать это имущество. Вот если такая ситуация возникнет, вы будете обращаться в российские суды или нет? Ну, скорее всего, нет. Потому что, мы все понимаем, что это оккупированная территория, и очень сложно какие-то вопросы решать по Крыму, тем более с Россией. Поэтому это такой очень сложный вопрос по этому поводу. Скорее всего, нет. Что ж, большое вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Мерием Усейнова, представитель истца и наследница крымско-татарской семьи, потерявшей имущество в ходе депортации крымских татар в 1944 году и борющаяся за компенсацию, полагающуюся согласно закону Украины о восстановлении прав депортированных лиц по национальному признаку. Я себе позволю для наших слушателей процитировать необходимый пункт із статті 7 этого закона «Порядок та умови компенсації, вилучені внаслідок депортації будівлі та інше майно по можливості, якщо будинок не зайнятий, а майно зберіглося, повертаються депортованій особі або її спадкоємцям натурою. В разі відсутності такої можливості заявнику відшкодовується вартість будівель та майна». Частина 1 статті 7 набирає чинності з 1 січня 2015 року. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Максим Тимочко, юрист Хельсинского союза по правам человека. Максим, здравствуйте. Доброго ранку. Итак, мы уже поговорили с представителем истца о том, что они надеются, по большому счету, если я, конечно, правильно понимаю, даже не столько вернуть себе имущество здесь и сейчас, сколько, по крайней мере, обязать Кабинет министров Украины разработать требуемый от него подзаконный нормативный акт о порядке этой компенсации. Вот вы нам скажите, как юрист, почему Кабинет министров, должен был к 1 января 2015 года разрулить эту ситуацию, а вот уже май 2018-го, а ВОЗ і нині там? Насправді це дуже поширена практика в Україні, коли в законах є дуже багато таких норм декларацій, які обіцяють нашим громадянам дуже багато хороших речей, але відсутність нормальної комунікації парламенту і Кабінету міністрів приводить до ось таких випадків, коли вже травень 2018-го, а по цьому закону, по реалізації його реальних положень, не було не зроблено нічого. Власне кажучи, треба сказати, що після подання позовної заяви і прийняття її судом, Кабінет міністрів одразу почав рух в цьому питанні, почались розроблятися документи. Тобто, треба сказати, що в 2017-2018 році вони почали робити те, що повинні були робити в 2014-2015, тому це позитивна тенденція. А сам судовий процес, я вважаю, він швидше не про соціальні пільги або про гарантії якісь, а він більше про можливість кримчан, українських громадян протистояти уряду, вказати на його помилки, вказати на його бездіяльність. Це те, що кримчани сьогодні не можуть дозволити собі в Криму, наприклад. Тобто ми бачимо справи
останні події, де справедливого суда просто немає в Криму. В Україні цього досягти можна, і люди це роблять. У нас есть звонок из Крыма. Пожалуйста, радиослушатель, говорите, вы в эфире. Алло. Да-да, мы вас внимательно слушаем. Алло. Ну вот, я вижу, Украина очень беспокоится о депортированных татарах. И я считаю, что в Украине есть уже крымские суды, есть и крымское, считай, правительство. Все в Украине есть уже. Так вот, вы обещаете, что скоро вернется Крым в состав Украины, буквально скоро. И вы приложите для этого все усилия. Я думаю, вот когда вернется в Крым, вы возьмете, компенсируете тогда им. Вы продекларировали, компенсируете все эти материальные убытки татар, все вернете и дадите им новое жилье, новое все. Я думаю, вы на это все способны. Вот, спасибо вам большое за ваше мнение. Вот Максим Тимочко, юрист, и вот как раз и очень правильный вопрос со стороны нашего слушателя. Вот даже если мы представим, что завтра Кабинет министров Украины отрапортует о принятии требуемого от него подзаконного акта, вот механизм компенсации. Будет ли эта компенсация в натуре или, в натуре, нет, ладно, в натуре не будет точно. Будет ли эта компенсация деньгами выплачиваться здесь и сейчас до завершения процесса деоккупации Крыма, или все-таки придется ждать, пока украинские флаги поднимутся над крымскими городами? Ну, я думаю, що це питання досить дискусійне. Скажімо так, якщо закон передбачає якесь матеріальне право, тобто право на отримання компенсації в даному випадку, цей закон або потрібно змінювати і писати, що він не буде поширюватися на ті випадки, поки Крим є тимчасово окупованим Російською Федерацією, або розробляти механізми і виплачувати цю компенсацію. Тому що закон передбачає таке право, значить Кабінет міністрів повинен забезпечити реалізацію цього права. Тобто в законі нічого не говориться про окупацію зараз, і тому якщо парламент і Кабінет міністрів розуміють цю проблему, то вони повинні були почати працювати над цим і вносити туди зміни. Якщо вони не бачать в цьому проблеми, значить вони зможуть реалізувати ці положення, незважаючи на факт оккупации Крыма. Вот все, что можно сказать. Здесь позволю вам в какой-то даже степени профессионально вам возразить. Знаете, закон Украины о декоммунизации, так называемый, про заборону и засудження, он ведь не предусматривал никаких изъятий для временно оккупированных территорий. Но между тем, когда парламент во исполнение этого закона принимал постановление о переименовании, вот переименования на Донбассе, включая оккупированную часть, произвелись в общем порядке. А когда применяли его для временно оккупированного Крыма, вписали в постановление специальным пунктом, что вступает в силу только после деоккупации. Может быть, и Кабинет министров пойдет на такой вот хитрый маневр? Можливо, я не виключаю цього. Звичайно, це може бути. Просто може бути проблема в тому, що от людина виїде з Криму окупованого. До речі, як і клієнтка в даному судовому процесі. Для неї не було ніякої проблеми для того, щоб писати, листуватися, комунікувати з урядом, щоб він надав їй цю компенсацію, тому що була пророблена колосальна робота по збору цих документів, в тому числі 1944 року, де було підтверджено, що це майно було вилучене, дійсно, що було будівлі, інше рухоме майно. І вона надала це все уряду і говорить, що немає ніяких проблем для того, щоб ви мені компенсували. Чому ви не розробляєте порядок? Тобто я з вами частково згоден, немає проблем в тому, щоб внести такі положення, але я не бачу поки що таких суттєвих проблем для того, щоб компенсувати це людям, які можуть виїхати, можуть надати документи и доказы. Хорошо. Мне говорят, что у нас есть еще один слушатель, а я пока, с вашего позволения, попрощаюсь с Максимом Тимочко, юристом Хельсинского союза по правам человека, а вот радиослушателя в эфире поприветствую. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, это из Крыма звонок. Внимательно вас слушаем. Алло, слышите, да? Да. Я хотел бы обратить внимание на два момента. Первое. 23 года незалежная Украина не видела, не знала, не замечала татар и их, как говорится, проблем.
Более того, боялись их, боялись трогать и всячески отмахивались, как от назойливой мухи. И второе, прошло 74-75 лет. Эти все жилые дома, там, объекты, они давно разрушились. И потом вернулись уже не те владельцы, которые были какой-то депортированы, а их дети и внуки. О какой компенсации может идти речь? Спасибо. Спасибо и вам за ваш вопрос. Я думаю, что мы сможем адресовать его нашему следующему спикеру. А пока, если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в эфир радио Крым Реалии. С нами на связи Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот тут слушатели с Крыма интересуются, почему Украина 23 года не обращала внимания на потребности крымских татар в компенсации, если уж не говорить о каких-то более суровых терминах, и вот только теперь решила заняться. Почему украинская власть раньше не вступала в отношения с крымско-татарским народом на имущественной почве? Вопрос ставится так, как, собственно говоря, обыгрывается в Крыму. Это основной тезис или постулат, да, который сейчас использует оккупационная власть в проведении работы с крымскими татарами. Я бы, наверное, так его не ставила, этот вопрос, но проблема при этом сохраняется. Действительно, длительное время на проблемы крымских татар внимание не обращалось вот в этом контексте. И то, что сейчас делается в Крыму, оно делается, понимаете, оно делается, может быть, на 1 единицу, а показывается на 3 или на 4 единицы. Действительно, в Крыму приняли этот закон, получают справки о депортации люди и получают прибавки к пенсии, к выплатам. В основном это люди пенсионного возраста, потому что там определенный возрастной ценз. Вот. А то, что Украина это не делала, да, это одна из ошибок нашего государства. И то, собственно говоря, о чем говорили мы всегда, говорили о том, что необходимо решать эти вопросы, находить какие-то механизмы. Но то, что вот этот конкретный вопрос не решался, к сожалению, это факт. Удастся ли Украине организовать компенсации, не говоря уже там о реституции, до того, как Крым будет деоккупирован? Или все-таки придется подождать украинских флагов над полуостровом? Де-факто и де-юра в Крыму, конечно же, нужно будет ждать украинскую власть. Что касается материковой части, смотрю я на все происходящее и гложат меня большие сомнения. Сейчас на повестке дня более такие серьезные вопросы. Все-таки компенсации не было длительное время. Я думаю, что от того, что ее не будет еще какой-то небольшой промежуток времени, ничего принципиального не изменится. Сейчас есть вопросы, которые нужно решать гораздо быстрее. Приближается 18 мая, уже 2 года, как объявлено о создании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. Вот здесь нужно выходить с конкретными результатами и показывать конкретную дорожную карту или план действий, или во всяком случае то, что наработано и сделано. Понимаете, потому что это будет очередной митинг и очередное заявление о том, что крымцы Украина и крымские татары наши братья, а ничего конкретного не будет. Я не думаю, что вот вопрос, который вы сегодня обсуждаете, да, он очень важный, он очень значимый, он очень показательный, но является таким горячим. Сейчас нужно решить те вопросы, которые стоят на поверхности. Это внесение изменений в Конституцию, принятие нескольких законов о статусе коренного народа, о
крымско-татарском народе и так далее, и так далее. Эти все документы друг с другом связаны. Они, собственно говоря, и опираются друг на друга, потому что в Конституцию прописать все невозможно. Конституция – это рамочный документ, основной документ, а все остальные нормативные акты уже регулируются, вернее, нормативные положения уже регулируются другими законами. Поэтому, если быть краткой, я считаю, что вопрос компенсации очень важен, но он не такой горячий. А сейчас нужно решать другие вопросы. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир. Новости в эфире.